есть льется кровь, и эти люди, которые сидят у власти, то ли это в России, то ли это в Китае или Иране, возьмите, чего они хотят, чего они добиваются. Ну, для того, чтобы понять, чего они добиваются, чего они хотят, ясно одно, это зависит от цивилизации, в которой они живут, от их ценностей, моральных, нравственных качеств. Значит, это диктаторские режимы, они ополчились, и вот когда на Запад пытается вот с демократическим условием демократические государства создавать это государство, то получается, в частности, вот наша республика, которая оккупирована, это суверенно-демократическое правовое государство чеченского народа. Вот на нее нападали 5 раз. И только после 5-й агрессии, когда Москве удалось ополчить против нас весь мир, изобразив из нас бандитов, террористов, исламских фундаменталистов, какие только ярлыки не навешали. Сегодня украинцы понимают, и такие народы понимают, насколько это было, значит, неправда, как они вешали на нас ярлыки, сколько нас убивали. У нас более там 1 миллиона человек всего было в те года, и почти 250 тысяч лишним человек убили. И это была работа кого? Это работа Кремля. Сколько можно убивать людей за то, что кому-то хочет сидеть в власти и властвовать? Сколько это можно? Поэтому мы видим, что в самой России нет свободы от политических преследований. То есть по политическим мотивам не пошел туда, не сделал это, все теперь расстреляем, убьем, близких накажем. Эта вот система бытия, она неприемлема на Западе. Здесь нет такого, чтобы по политическим мотивам людей сажали, убивали. Этого нету. Мы это видим с вами, кто здесь находится. При всех тех недостатках, которые навешивают эти диктации режима, скажем, Западу. И при том второе, что эти страны, они выбирают себе власть сами, эти государства. Вот посмотрите сейчас в Англии. Были выборы. И вот они там поднялись, народ проголосовал, все это, эта партия уходит в сторону, новые приходят сейчас, это консерваторы ушли, приходят другие вместо них. А эта партия снова будет интересы страны и народа защищать в Англии. В Америке сейчас идет, видите, вот что только не было, но идет вот этот спор. Почему так спор? А Путин, который избирали уже который раз, он совершенно не волновался. Он знал, что он сам будет считать свои выборы и голоса себе закинет. Народ там никакую роль не играет в этом плане. То есть это есть диктатор режима. В том же Китае, в том же Иране или других диктаторских режимах идут такие процессы. Вот исходя из этого мы сами, чеченцы, которые сейчас находятся на Западе, на территории Чечни, мы должны осознать, что же происходит в мире, и выбрать тот путь, ту линию, которая будет наиболее верной для нас. Верно это что? Это сохранить наш народ, сохранить наш язык, традиции, дать возможность свободно, как это было веками в нашем народе, и не преследовать этих людей по политическим мотивам. Вот что мы планировали, вот что мы делали. И те, кто помнит, что было в Чеченской республике Ичкерия, не было вот таких вот, вы знаете, там, чтобы электрошокером или во двор проходили, били по лицу мужчину, отца, хозяйника не было никогда. А это с чем связано? Это связано с диктаторским режимом. Наш народ избрал свой путь и принял декларацию. Эта декларация стала базовым документом, на основе которого мы должны дальше жить. Это впервые, можно сказать, за все годы, которые появились в этих государствах. Наш народ воевал против разных империй, нашествий. Но те времена уже ушли, в это время мы в соответствии желанием нашего рода и его культуры и цивилизации приняли решение о создании своего демократического государства, правового. Когда мы говорим о правовой, это значит, мы имеем права человека, личности.
ничто, никакой закон не может быть выше права человека. Поэтому, исходя из этого события, Украина борется, Украина держится, как мы с вами знаем. Вот сколько вот уже полгода с лишним Украине не дают то, не дают это. Она держится, она никуда не уходит, хотя много разных есть критиков. И видно, там совершают ошибки. Живые люди совершают ошибки. И наши вот руководители тоже совершали ошибки. Но главное, чтобы они в том направлении были, чтобы сохранить права этого народа и не поддаться этой диктаторской системе власти, которую навязывает Кремль всем бывшим территориям из бывшего Советского Союза.